Добрый вечер. Добрый вечер, слышно? Добрый вечер. Слышно меня, да? Да. Ага. Немножечко тут я запуталась во времени, но мы сейчас начнем с теми, кто есть, да. Вот я вижу пока 4 человека, да, люди не могли попасть из-за того, что я перепутала время. Вот. Данил, да, принять. Данил присоединился к нам. Вот 4 человека пока, да, к нам присоединились. Вы меня видите, слышите? Да. И все участники видят и слышат меня, да? Здравствуйте, Светлана Марселевна. Здравствуйте, Вы я тут меня тоже включите, пожалуйста, и организатором поставьте, я буду Сейчас. за вас в зале Так. ожидания работать. Вот Уфимский районный ДДТ, да? Да-да-да. Так, а я вроде вас включила. Вы меня включили? Вот, сейчас, ага, сейчас. Вот я сделала тебя организатором, да. Да, Ага. вот я вас сделала. Ага. И я Да. буду принимать за вас, чтобы вы не отвлекались от основной работы. Хорошо, я тогда начинаю, да? Да, удачного урока. Немножечко перепутала время. Но здравствуйте, все участники конференции. Тут вот разобрались с перепутаницей, как в сказке у нас получилось. Я вижу вот Даниля, Юлю пока. И все, кто хочет, еще может присоединяться. А я пока начну нашу конференцию. Конференция проходит в рамках проекта «Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан». Проект организован Уфимским домом детского творчества, Союзом писателей Республики Башкортостан. В рамках проекта пройдет конкурс, который называется «Лукоморье». Конкурс помогает проводить организация Фонд содействия гражданского общества. Вот. Этот конкурс заключается в том, что каждый из вас, вот кто сегодня присоединился, может быть, первый раз, а может быть, кто-то уже и ранее слышал наши конференции, может написать свою собственную сказку и отправить на конкурс «Лукоморье» эту сказку. Участвуют дети от 10 до 18 лет. Вот это у нас уже 6-е занятие, на котором я рассказываю детям, как это делать, как написать сказку. То есть сначала я рассказывала о том, что такое вообще жанр сказки, рассказала о том, что такое композиция, фабула, сюжет сказки. Потом я рассказала об особенностях языка сказки. И теперь вот я рассказываю вам, какие вообще существуют виды сказок. На прошлом занятии мы обсудили русские народные сказки о животных и их особенности очень подробно. Вот. Сегодня мы будем рассматривать такой вопрос, как башкирские народные сказки о животных. Вот. Дополнительно сообщу, что конкурс начинается с 1 декабря. Присылать работы, ваши сказки, написанные, может быть, и в прозе, может быть, и в стихах, вы можете, зайдя на сайт «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». Вот. Сказки будут рассматриваться и оцениваться жюри конкурса. Самые лучшие, оценки будут ставиться по 5-бальной системе, самые лучшие сказки войдут в книгу «Лукоморье», которая будет издана в следующем году, в 2021 году, и итоги будут подведены в марте. Если все будет хорошо, то встреча, наверное, пройдет в реальной жизни, офлайн. Если же помешает нам пандемия, ну, возможно, и в онлайн. Вот. Но начнем вот нашу тему рассматривать, да? Так, сколько у нас уже участников?
пока еще маловато, конечно, но все наши занятия записываются, их можно будет посмотреть тоже на сайте Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана. Итак, вот что же такое башкирские народные сказки о животных? И чем они отличаются от русских народных сказок о животных? Свой рассказ я подготовила по книге. Вот я покажу такую книгу «Башкирские сказки и легенды». Вот она, название такое. Вы можете ее поискать в библиотеке и почитать эти сказки. Книга издана нашим издательством «Китап». И в ней вот есть целый раздел сказок о животных. Башкирские народные сказки о животных интересны тем, что они отражают именно вот своеобразный быт башкирского народа, да, и отражают названия каких-то населенных пунктов в этих сказках мелькают, такие вот фольклорные названия героев, такие как, например, Батыр, да, многих героев называют батырами в этих сказках. Ну и традиционные герои этих сказок, они похожи на героев русских народных сказок, да, тут опять же тот же самый медведь, та же самая лиса, тот же заяц, тот же волк. Ну, присоединяется еще и собака, да, у башкир собака. Очень важную роль играла в их жизни, да. И вот в этом разделе этих сказок, которые я внимательно прочла, я выделила два момента. Есть сказки совершенно оригинальные по сюжету, да, и не похожие на русские народные сказки. То есть они, вот я нигде таких сказок не читала и не встречала. А есть сказки где-то напоминающие и сюжет, и фабулу, и композицию русских народных сказок о животных, таких как «Волк и семеро козлят», например, там кот Котофей Иванович, «Лиса и кот», о которой мы говорили в сказке. Но, опять же, они все-таки отличаются и композицией, и есть очень своеобразные моменты и в этих сказках. Но все-таки я начну рассказывать вам об оригинальных башкирских народных сказках о животных. Они совершенно вот потрясающие. Например, рассмотрим такую сказку, как «Лиса-сирота». Да? Сюжет сказки такой, что вот собрались в лесу медведь, собака, волк и заяц. Да? И собрались они вместе и решили, что надо им как-то к зиме готовиться, вместе держаться, чтобы не погибнуть во время холодов зимних с голоду и от холода не погибнуть. И тогда вот медведь предложил построить избушку. Вот они такую избушку построили, стали в ней жить и купили на ярмарке корову, да, стали эту корову вместе пасти. Собака ее пасла, выгоняла на лужок, заяц искал, где высокая травка, вот. И таким образом, волк доил корову. Таким образом, за лето вот этим друзьям удалось собрать и произвести из коровьего молока целый большой кувшин масла топленого. Вот. Это масло они подняли на чердак и решили зимой вот, будут жарить на нем картошку на этом масле. И вот однажды осенью к ним кто-то постучался. Как всегда, это оказалась коварная лиса. Она сказала, что она сирота, и попросилась, значит, вот, принять ее в компанию зверей. Но звери посовещались и приняли лисичку к себе в дом.
Лисичка им понравилась, она всем пыталась угодить, услужить, даже зайцу, да, вот. И все было бы хорошо, пока лисичка не разведала вот про этот кувшин масла. Она же очень любит масло, да, и она стала думать, как бы это масло съесть. И придумала такую хитрость. Она однажды выбежала во двор, постучала в окно и измененным голосом сказала: где тут лисичка, сиротинушка живет? Ее барсук вызывает, у него родился ребеночек, и она должна придумать имя. После этого лиса забегает в домик и говорит, что звери говорят, что ее вызывает к барсуку. Она выбегает из дома, прокрадывается на чердак и съедает вот часть масла, ест, пока не наелась, да. И вот когда она вернулась в избушку, ее спрашивают: ну, как ты назвала ребеночка? Она говорит: Башбала назвала ребеночка, что по-башкирски в переводе на русский означает початочек, да? Второй раз она проделала такой же хитрый ход. Возвратившись, уже сказала, что назвала ребеночка Уртанцит, то есть середочка, да? Вот. И она возвращалась всегда очень довольная, рассказывала, как ее угощали в гостях и так далее, да? А третий раз, вернувшись и доев все масло, она рассказала своим как бы друзьям, что назвала ребеночка кинья, то есть как бы поскребышек, да. И вот наступила зима, звери решили, наконец, пожарить картошку на этом масле. Вот. Лису забросили на чердак, и она оттуда кричит, что никакого масла и в помине нет, да. Звери очень так расстроились, решили найти воришку. Думали, как же найти воришку, и придумали такой ход, что развели большой костер, сели вокруг него, огонь развели и решили, что у кого, значит, масло выйдет, выступит, выйдет из живота, тот и воришка, да. Но медведь, как всегда, зимой заснул крепко, все тоже задремали, а лиса увидела, что из ее живота обильно полилось масло, набрала его в кумган, вот это тоже особенное слово, да, кумган, башкирское такое слово, и полила медведя, недолго думая, маслом. Звери, когда проснулись, рассердились, решили с медведем расправиться, раз он такой вот нехороший. Медведь заревел, что это неправда, давайте еще раз проверим. Вот. Еще раз развели костер. Вот. И на этот раз медведь опять заснул по своей привычке спать зимой, а остальные звери, собака, волк и заяц, только притворились. И они увидели, как вот лиса набрала обильное масло, которое у нее скопилось на животе в кумган, и полила медведя. И когда медведь проснулся, звери рассказали про коварную лисицу, да, и они ее прогнали. То есть вот эта башкирская сказка как бы свидетельство быта башкиров, где они вот пытались жить сообща, пытались как-то выжить вместе вот в сложных условиях, да, природных, которым им приходилось выживать. Вот. И про коварство, которое присуще иногда не только хитрой лисе, да, но и людям тоже, да. То есть вот сказки о животных характерны тем, как я говорила на прошлом занятии, интересны тем, что они отражают взаимоотношения людей, да, и поэтому мы с любопытством и интересом их читаем и чему-то учимся, да. Вот также, опять же, и в сказке достаточно оригинальной башкирской «Лиса и строитель» происходит, что вот медведь одряхлел, перестал уже вот охотиться, больше он не мог охотиться и решил развести кур.
Вот, развел он кур, но коршуны все время этих кур похищали и съедали, да, и тогда он решил построить курятник и нанял главным строителем не кого-нибудь, а лису, да, лису. Вот. Надо же было найти лису, строить курятник. Вот. Лиса построила, конечно, хороший курятник, он отвечал всем требованиям, вот, но куры в нем по-прежнему исчезали. И догадайтесь, почему. Вот. Об этом догадался волк. Он выследил, как лиса, оказывается, построив курятник, оставила в нем лаз, через который проникала внутрь и похищала куры, и жила прекрасно, да. Ну, конечно, вот судьба лисы закончилась трагически, естественно, да, и волк, и медведь ее просто разорвали на части. Ну, это вот такая суровая сказка о животных, которая может быть, отражает и правду, историческую правду жизни, наверное, да, которая раньше была. Но интересно также и поучительно сказка «Заяц у медведя в гостях». Вот пришел заяц к медведю в гости как-то раз, вот, сел с ним рядом. Тут пришла лисица и сказала: ну-ка, заяц, подвинься за стол. Села рядом с медведем. Заяц подумал про себя: ну ладно, и третьим тоже неплохо быть, да. Потом пришел волк, подвинул зайца. Ну ладно, думает заяц, и четвертым неплохо быть. И сколько зверей не пришли к медведю в гости, все бедного зайчишку отодвигали все дальше и дальше от стола. И так вот он ушел голодный и несолоно хлебавший. Но это тоже сказка о том, что вот робкие люди все-таки, да, не добиваются своих целей, наверное, в жизни, такие, как зайчики, да, и остаются несолоно хлебавшие. Вот мораль я вижу в этой сказке такую. И есть совершенно вот такая удивительная сказка, рассказывающая о самом, пожалуй, древнем и самом любимом занятии башкир – это бортевое пчеловодство, бортничество, которое и до сих пор сохранилось в Бурзянском районе. Там до сих пор есть борти, до сих пор есть бортники, и пчелы живут на воле в диких условиях, и вот этот бортевой мед очень ценится, и он очень целебный, обладает хорошими такими целебными свойствами. Ну вот сказка повествует о том, что мед повадился, бортевой мед повадился воровать воришка-медведь. Он залезал на дерево, значит, запускал лапу внутрь борти. Борти – это такое отверстие в дереве, где жили пчелы и заготавливали мед, да. Пчелы вцеплялись ему в шкуру, кусали его, защищали, да, свой мед. Он тогда спускался, нырял в реку, освобождался от пчел и снова залезал, пока не поедал весь мед. И однажды за этим занятием медведя застал человек, охотник. Он рассердился на медведя, залез на дерево, решил его зарубить. Но не попал по голове, как он собирался, значит, топориком зарубить медведя, а попал только по хвосту медвежьему. И у медведя отрубил хвост, остался только маленький кончик хвоста. И с тех пор вот медведь и так и живет с обрубком хвоста. А человек не взял мед, а оставил пчелам, потому что им надо было кормиться, да, зимой чем-то, деток выводить. И с тех пор он стал заниматься вот бортевым пчеловодством, этот человек, как вот герой сказки. И с тех пор вот у башкир повелось бортевое пчеловодство и как бы вот сохранение меда, запасов меда для пчел, чтобы они могли перезимовать, а летом уже какую-то часть человек, вот, бортевик, забирал себе. То есть вот эта сказка о животных, она реально отражает
народный быт башкир и занятия башкир. Она совершенно оригинальна. То есть вот я нигде таких сказок, по крайней мере, не встречала у русских народных. Вот. Очень оригинальная и интересная сказка «Щедрый заяц». Вот. Она о доброте и взаимопомощи. Сюжет сказки такой, что вот один житель аула башкирского решил пригласить к себе в гости свою родню. И он сыну сказал: вот сходи такого-то дядю, такого-то тетю, такую-то тетю пригласи в гости. Мальчик вышел, когда из двери, он забыл все наказы папы, а спросить постеснялся вернуться. И решил пригласить в гости весь аул. Обошел все дома и пригласил в гости всех жителей аула. Вот. Все пришли, естественно, угощение на всех не набралось, потому что не рассчитывали родители мальчика на такое большое количество гостей. И папа рассердился, обругал мальчика и прогнал его из дома. Мальчик пошел в лес, сел на пенечек, заплакал. Вот. И тут его увидел зайчик, которого он в прошлом году выходил. Зайчик был маленький и мог умереть, а мальчик его взял домой, выходил и отпустил в лес. «Чего ты плачешь?» – спросил зайчик. Ну и мальчик рассказал, что вот пришло очень много гостей, а угощать их нечем. А гости сидят и ждут, что их все-таки чем-то угостят хозяева, и ругаются. Зачем же вы пригласили нас, если вам нас нечем угостить? И вдруг они выглянули в окно и увидели, что из леса идут звери огромной толпой, и каждый что-нибудь донесет. Медведь несет вот целую кадушку меда, да, бочку меда. Олень несет на рогах ведро с молоком. Там волк несет барана, и кто-то несет орехи. И целая толпа зверей заполонила двор, и вот все эти припасы оставили зверю и убежали. Зайчик попросил своих друзей помочь таким образом. И таким образом вот хозяева не опозорились и смогли угостить хорошо своих гостей, и 3 дня пировали. А когда гости ушли, еще много запасов осталось. Вот такая достаточно необычная, оригинальная сказка. Она тоже отражает быт башкир, где достаточно в стародавние времена достаточно сложно было как-то вот добыть, может быть, питание, и поэтому вот такое большое внимание в сказках башкирских уделяется вот еде, там, масло, мед, там, угощение и так далее, да? Это вот такое прямое отражение народной жизни, о которой вот сочинялись сказки, передавались из уст в уста, и вот они дошли до нас и были переведены. Вот оригинальная тоже сказка, очень оригинальная сказка «Заяц и лев». «Заяц и лев». Дело в том, что я, например, когда прочитала эту сказку, я очень удивилась. Почему лев? Вроде бы у нас в Башкирии львы не водились. А потом вспомнила, что мне вот рассказал один писатель башкирский, его зовут Радик Вахитов, о том, что на территории Башкирии все-таки в давние, очень давние, стародавние времена все-таки вроде как бы львы водились. И вот этот факт и закрепился в сказке «Заяц и лев». Она коротенькая, и суть ее заключается в том, что в лесу появился лев, и он начал как бы бесчинствовать, пожирал всех зверей, всех подряд, всех привел в трепет и страх, и потребовал, чтобы каждый день кто-нибудь к нему приходил на обед или на завтрак,
Вот, и звери собрали совет и первым отправили, естественно, кого? Самого слабого зайчика, да, и заяц вот пошел, значит, на обед ко льву. И когда он пришел к обеду, лев страшно рассердился на зайца и закричал на него: «Я тебя ждал на завтрак, почему ты так долго не шел? Где ты был?» А зайчик не растерялся и сказал: «Я был у другого льва, он уже съел одного зайчика, вот, но он считает себя главным, вот, и поэтому я опоздал». Где этот другой лев?» — рассвирепел вот этот лев. «И покажи мне его!» — закричал он зайцу. Заяц повел льва, привел к колодцу. Лев заглянул в колодец, увидел свое отражение, решил, что это другой лев, бросился туда и утонул. Вот, то есть такая сказка, рассказывающая о том, что и даже и слабый, как бы слабое существо, вот силой своего ума может победить силу вообще, силу такую, сильное существо. Ну и опять же, это какое-то, наверное, и свидетельство о том, что водились на нашей территории львы, хотя это достаточно спорно, конечно. Вот. Но есть и сказки, которые как бы заключают в себе какую-то мораль. Вот, мораль, которую можно выразить какой-то такой очень лаконичной и емкой пословицей. Русская пословица, например, гласит: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», да? А в башкирской сказке вот эта мораль выражена в сказке о двух барсуках, она так и называется «Два барсука», она выражена такой своеобразной пословицей: «Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра». И сюжет такой, что два барсука поспорили, что лучше, мышь или верблюд. Вот один говорит: «Я лучше пойду ловить мышей». А другой говорит: «Нет, мне нужен верблюд, мышь — это очень мало». И один, значит, отправился барсук ловить мышей, другой отправился на поиски верблюда. Конечно же, он верблюда не нашел, вернулся очень усталый, без сил. И тогда другой барсук ему и сказал, что лучше, который наловил мышей, сказал, что лучше вот яйцо сегодня, чем курица завтра. То есть вот это вот такая мораль из этой сказки вытекает. Она житейская такая, может быть, тоже веками складывающаяся. Но вот в башкирской народной сказке о животных она проявилась вот таким своеобразным очень образом. Есть сказки башкирские о животных, которые как бы повторяют сюжет, да, сюжет русских народных сказок о животных. Например, вот «Волк и 7 козлят» повторяется сюжет, но несмотря на общее такое вот сходство русской сказки и башкирской сказки, они все же очень существенно отличаются, да. И отличается вот эта сказка «Волк и коза» такой длинной, очень длинной завязкой. В русской сказке все сразу начинается. Жила-была коза, там у 7 козлят, волк решил их съесть. А тут вот в башкирской сказке рассказывается история волка, который был, пока молодой, был такой очень злой, коварный и никого не щадил, нападал на стада, овец, там, и каждый день, каждый день забивал овцу, уносил, и был вот для жителей деревень, аулов башкирских исчадием зла. Но потом он одряхлел, стал плохо видеть. У нас 10 минут времени Да, остается. я заканчиваю. Стал плохо видеть и совсем
изголодался, он не мог уже нападать на овец, он боялся близко подходить к аулам, где отары охраняли собаки. И в конце концов вот он забрался на скалу, где увидел, значит, избушку, в которой жила коза и с козлятками, да, вот. И там уже начинается вот это сходство с русской народной сказкой, как он пытался попасть в эту избушку, там и менял голос, и пытался как бы притвориться мамой козой, да, и пел песенки, и вот наконец-то попал в эту избушку, съел козляток, да, и только один козленок остался. Но вот конец этой сказки отличается от русской, да, он оригинальный. В конце концов мама коза, найдя вот этого козленка, решила отомстить волку. И она вырыла в своей избушке большую яму, налила туда много воды, и потом спряталась за камень, а козленку велела, значит, заманить волка в себе в дом, что козленок и сделал, заманил волка в дом, и волк, попав в эту избушку, провалился в яму и утонул. То есть вот все-таки тут есть и оригинальный такой, достаточно оригинальный подход к сочинению сказки. Хотя, опять же, повторяю, общее между русской народной сказкой, известной всем, и вот здесь такие общие черты сходства сохраняются. Вот. Ну и такая же вот сказка, где-то похожая на сказку о Лисе и Котофее Ивановиче, который называется «Серенький и черненький». Вот я, наверное, последнюю эту сказку вам расскажу, но вы можете и сами ее сами почитать и сравнить, и посмотреть, как же отличаются русские сказки от башкирских. Здесь, опять же, вот жили-были, как во многих сказках, старик со старухой, и у них было два кота, серенький и черненький. Да? Серый такой был трудолюбивый, ловил мышей, караулил этих мышей, а черненький был хитрый, он по ночам, значит, слизывал всю сметану, съедал, молочко съедал, а потом весь день спал на перине. И вот старик со старухой все пытались понять, кто же из котов, кто же у них вот съедает их припасы, да, и решили проследить, вот, но между собой переговариваясь, пришли к выводу, что все-таки это серенький такой негодяй, да, съедает их припасы, потому что ночью он днем он не спит, все ходит по избе, караулит мышей, а черненький спокойно спит себе на перине, мурлычет, да. И тогда они схватили этого серенького, понесли в лес, бросили там, и вот начинается та же эпопея, как в сказке «Кот и лиса», когда звери решили, что это кот Батыр, вот, и очень его испугались, да, и там посылали зайца посмотреть на этого кота и спросить, чего же он хочет, вот, а потом, значит, все там решили попрятаться, выследить, принесли ему подношения всяческие, да, вот. И так же, как и в русской народной сказке, для зверей все закончилось плачевно. Кот Батыр схватил лису за хвост сначала, потом забрался на дерево с медведем, тот упал на корыто, под которым лежал волк и так далее, и так далее. Вот. Ну, на этом, может быть, вот и сходство завершается. Так, еще время есть у нас, да? Немножко.
На подведение итогов, если есть какие-то Да, ну вопросы, давайте можете вот задать вопросы. подведем итоги, да, сегодняшнему занятию. Для чего я вам, участникам, рассказываю про 4 минуты. башкирский... Сколько? 4 минуты. Да, я рассказываю про башкирские народные сказки для того, что все-таки мы живем в Башкирии, и если вот вы хотите быть оригинальными и сочинять сказки, да, оригинальные сказки, то я советую вам почитать и башкирские сказки, потому что, ну, Башкирия наша родина, да, и было бы интересно вот и в ваши сказки включать элементы такого этноса башкирского, да, пусть они будут уже и в современный контекст внесены, вот такое слово контекст есть, да, но они будут делать ваши сказки оригинальными и не похожими на других. И использовать можно и какие-то вот такие общеизвестные башкирские слова, как вот батыр, например, да, вот потом сказки про лису, там, початочек, и поскребыш и так далее, и так далее. То есть, но этим, наверное, все-таки не надо злоупотреблять. Вот. Это надо делать очень аккуратно, вот, аккуратно и с чувством меры. Ну, в заключение я бы хотела сказать, если кто-то действительно серьезно, да, и с интересом вот подходит к нашим занятиям, то можно задавать мне вопросы уже более конкретные по существу, да, если вы уже собрались написать какую-то сказку, у вас возникли вопросы, их можно задавать через WhatsApp. В WhatsApp я открыла группу, которая называется, как и наш конкурс, «Лукоморье». Вот, пожалуйста, запишите телефон, и по этому телефону можно отправить ваши сообщения, ваши телефоны, и я вас включу в группу. Готовы записать телефон? Вот, может быть, в чате даже написать. 8 917 742 0788. Меня зовут Светлана Марсельевна. Ну, можете назвать тетей Светой, как вам удобнее. Вот, повторю еще раз. Телефон 8 917 742 0788. Вот, если вы действительно хотите чего-то спросить, что-то вам непонятно, да, или посоветоваться со мной, как выбрать героя, да, как выбрать сюжет, как придумать сюжет, как выстроить композицию, то вот по WhatsApp можно с этими конкретными вопросами уже обращаться. Или вам непонятно будет, как зайти, допустим, на сайт. Пожалуйста, обращайтесь. Время меньше минуты осталось, можем попрощаться. Успеть. Можем успеть попрощаться, время осталось меньше минуты. Ну вот я теперь, как бы завершая свое занятие, хочу пожелать, чтобы вы почитали и башкирские народные сказки о животных. Сходили в библиотеку, взяли их и просто прочитали несколько сказок, чтобы понять, чем они отличаются от русских сказок. Вот. Я с вами прощаюсь. Следующее занятие будет посвящено разбору русских народных богатырских сказок. И оно состоится в понедельник, следующий понедельник. Ну, следите за сайтом, там вся информация будет размещена.